Просто народ не верит политикам, народ не верит, что можно делать что-то за идею. Потому что мы видим, что к власти приходят, и экономическое положение людей, власти меняется. Вы знаете, я скажу честно, что вы долго не кокетничаете. Так у нас и разговор такой же. Ну, абсолютно честно. Я не люблю людей, которые, я просто с детства такой, не люблю людей, которые говорят, ребята, иждивенческие настроения. А что мне политики не дают? Вот Рожка не додал, Воронин не додал, Филат не додал, а я, понимаешь, хочу вечером сидеть в кресле у телевизора, чтобы мне дали. Ребята, демократия – это общество активных людей. Хотите права, хотите зарплаты, хотите рабочие места, работайте, выходите на улицу. Протестуйте, завоевывайте свои права. А не ждите, чтобы вам Брошка все на тарелочке, да, с голубой каемочкой подал. Не надо. Это когда мне раз говорят, а вот вы раньше выходили на площадь, пока я не выходил пару лет. Я говорю, ребята, ваша очередь, в чем дело, почему только я? Ваша очередь, а у меня дети, а я что, в лесу вырос, что у меня детей нету? У каждого есть извинения для полной личной трусости и подлости, понимаете? Вот мы вот мелкие мерзавцы, которые сидим дома у телевизора, смотрим, как нас унижают каждый день, как нас топчат каждый день власти, и те, и другие. И все отсиживаемся. А оказывается, не те пришли к власти, а кто виноват? А мы, потому что мы верим, что кто-то, который соврал нам по телевизору, будет нами правильно управлять. А если он неправильно управляет, ну что ж, уедем из этой страны. Это последнее, как сказать, пристанище непорядочного человека, который оставляет свою страну, своих родителей, своих детей и уезжает отсюда. Куда? На заработки. Вот вам и жертвы индивидуализма. Я, слава Богу, у меня 3 детей, 2 из них взрослые, никто из них никогда не думал уехать из этой страны.